الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My respected brothers in Islam, I am very happy to come to your country and I'm very happy to meet you people. Мои дорогие братья в исламе, я очень счастлив и рад оказаться на этой земле, что вижу вас и приехал сюда. I'm also very happy to meet the ulama and the scholars of Dagestan, especially our Mufti Ahmed Effendi. May Allah Azza wa Jal prolong his life with a lot of goodness. Я также хочу выразить чувство счастья, что я здесь нахожусь, я также рад встрече с алимами, с учеными, богословами Республики Дагестан, в особенности с муфтием шейхом Ахмад Афанди Абдуллаевым. У меня есть несколько слов, которыми я хотел бы поделиться с вами. В стране, в которой преобладают большинство мусульман, наше поклонение приобретает роботизированный характер, становится привычкой. So you will see many Muslims praying and many Muslims giving salam to one another, but it becomes traditional. Мы видим, как мусульмане здороваются друг с другом, делают свое поклонение, но это становится обыденным, обычным делом. So, for example, if I was to know how to pray my salah, my namaz. К примеру, если я знаю, как совершать свой намаз, как правильно совершать намаз, поклоняться, the first thing the person wants to know is how does he say the Arabic words. Прежде всего, нужно знать, как правильно произносить арабские слова. А также человеку нужно знать, как правильным образом совершать поясной поклон и земной поклон. What happens is when a person prays and offers his salah with the correct ruku and the correct sajda, it is known as khudu'. Если человек совершает свою молитву с правильным образом, совершая земной поклон и поясной поклон, земной поклон, это называется худу. Худу is when the outside of the body is settled in salah. Худу это значит, когда внешние части тела, то есть поклонение, выполняемое именно внешними частями тела. Но ни в коем случае не думайте, что на этом молитва завершается. Это только лишь начало молитвы. Молитва должна быть ключом к той двери, молитва должна быть ключом, которая открывает дверь к неизведанному миру. When the Muslims were in trouble in the Prophet ﷺ's time, they came to him for a solution. What was that at the beginning? The Muslims had a problem in the life of Rasulullah ﷺ. They came to him for a solution. Когда во время пророка, алейхиссалату вассалям, у людей возникали проблемы, для решения этих проблем они приходили к пророку, алейхиссалату вассалям. Their problem in Makkah al-Mukarramah lasted for 9 years. И их проблемы в Мекке продолжались на протяжении 9 лет. Они испытывали различного рода проблемы. А когда они пришли в ислам, они почувствовали, как их радушно, с гостеприимством, гостеприимно приняли. After 9 or 10 years, Allah took our Prophet sallallahu alaihi wasallam to the heavens. Try again. After 9 or 10 years, Allah took Nabi sallallahu alaihi wasallam from the earth to the heavens.
Спустя 9-10 лет Всевышний Аллах вознес своего пророка, алейхиссалату вассалям, на небеса. This was known as Mi'raj. Это событие известно как Ми'радж. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam returned with the solution for these Muslims. И пророк, алейхиссалату вассалям, вернулся с решением проблем для этих людей. They were looking for a solution from Allah, and Allah gave them 5 times salah a day. Люди искали решение своих проблем от Всевышнего, просили у Всевышнего, и Всевышний дал им в качестве пятикратное совершение молитв. Allah said, "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin." Allah said, "O you who believe, seek help through namaz and through sabr, patience." Аллах сказал в Священном Коране смысл: ищите Through salah, namaz, and through patience, these two things, seek my help, get my help. Ищите моей помощи через намаз и через терпение. So, salah was a way of getting Allah's help. То есть молитва послужила причиной получения помощи от Всевышнего. Salah was not just to bow down and worship, no. Молитва это не просто совершать поклонение, телодвижение. Yes, we bow down. Yes, we do sajda. Да, мы делаем поклоны, да, мы делаем земной поклон. But there is a very important part of our salah. Но есть очень важная часть нашей молитвы. That is to do with our heart. И это связано с нашим сердцем. The outside of the body, when it is settled in salah, is known as khudu'. Как я уже говорил, совершение телодвижений в намазе – это внешними частями тела. Это называется худу. But when the heart settles with the remembrance of Allah in salah, it is known as khushu'. Но когда сердце связано в намазе с поминанием Всевышнего, это называется хушур. What you will often see is people coming in the masjid and Allahu Akbar. Мы часто наблюдаем, как люди приходят и автоматически быстрым образом совершают молитвы, как он изобразил. So once a man came in the masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Однажды пришел человек в мечеть пророка, алейхиссалату вассалям. He prayed Он помолился quickly, быстро. and then he said assalamu alaikum to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was going out. Он после этого сказал ассаляму алейкум и ушел. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, "Salli fa innaka lam tusalli." He said, "Pray, for you have not prayed. Pray again, for you have not prayed." Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: помолись заново, так как ты не помолился, ты не совершил молитву. So the man prayed again quickly. Человек снова начал молиться быстро. And he said salam to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. И он сказал салям пророку, алейхиссалату And the вассалям. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Salli fa innaka lam tusalli." Pray again, for you have not prayed. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снова сказал ему: помолись заново, ты не помолился. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam got up and he showed him how to pray. После этого пророк, алейхиссалату вассалям, встал и показал ему, как нужно совершать молитву. My friends, the real prayer is when the heart connects with Allah. Мои дорогие друзья, настоящая молитва – это тогда, когда ваше сердце связано со Всевышним. Today you see many Muslims praying their salah, but it is very good, they get reward. Мы видим, как многие наши братья совершают молитвы. Это хорошо, потому что за это получают вознаграждение. Allah loves you. Аллах любит вас. Yes, but are you getting the solution that you're looking for? Но да, это так. Но получаете ли вы то самое решение, то, что хотите? Have we found Allah in our salah? И находим ли мы Всевышнего в своих молитвах? Let me give you an example. Позвольте, я вам приведу пример. If you were to come and meet an ordinary man, К примеру, если бы вы встретили обычного человека, you just say assalamu alaikum and go. но вы поздороваетесь, скажете ассаляму алейкум и пойдете дальше. But if I told you Но если я скажу вам, this man is very important, этот человек очень важный, he is the president of the country, он президент той или иной страны, or he's a big minister, или он большой министр, or if I tell you that he's one of the richest and most wealthiest people of the whole of Dagestan, или если я вам скажу, что он очень богатый, или один из самых состоятельных людей Дагестана, then you wouldn't come say assalamu alaikum and go. ну, вы не будете здороваться вот таким образом, как Say, I know изобразил. you.
Вы скажете, я знаю тебя. You would say there, you would say, Assalamu alaikum, mashallah, how are you? You would prolong your time with him. Но вы будете здороваться с ним, салям алейкум, как у тебя дела? Вы будете продлевать встречу с ним. Even if he was in a rush, you would say, oh, Assalamu alaikum, selfie, selfie. Да, если даже этот человек будет торопиться, то вы постараетесь продлить пребывание с ним и попросите сфотографироваться, возможно. Why? Почему так? Because you know that he is an important person and you want to make a connection with him. Потому что вы знаете, что этот человек важный, особенный, занимает определенный статус, и вы хотите иметь с ним определенную связь. If this is our attitude with a king of a country, then how should our attitude be with the King of Kings? Если таково наше отношение к руководителю, к примеру, страны или региона, то каково же наше отношение должно быть в отношении Всевышнего? In front of the King of Kings, many of us say, Subhanallah, 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 Subhanallah. Перед царем царей, если мы будем молиться вот таким образом, быстрым, It's the same way as seeing someone, Assalamu alaikum, and walking off. это получается так же, как если вы увидите человека, поздоровались и ушли. But the one who connects his heart with Allah, Но тот человек, который соединяет, имеет сердечную связь, духовную связь со Всевышним, he will say this. он скажет так. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. Glorified be my Lord who is the most high and I am praising him. Да будет прославлен Всевышний мой Господь, и я прославляю Его. When a person is just saying Fatiha, Человек, который читает Фатиху, many of us will stand there, Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Iyaka na'budu, многие из нас именно таким образом читают суру Фатиха. and when we want to search for a surah, mashallah, we search for the shortest you can find. Вы стараетесь максимально уменьшить, укоротить по времени чтения. И люди, как правило, ищут самую короткую суру, прежде чем совершить поясной поклон. Сура Каусар, Сура Каусар или сура Ихлас. Или же сура Ихлас. Because he wants to finish it quickly, bistra, bistra, bistra. Потому что человек хочет быстрым образом завершить свою молитву. But if he was to connect with his Allah, но если у него есть в сердце связь со Всевышним, he would know that he is talking to the King of Kings. Он осознает, что он разговаривает с царем царей. He's standing in front of the one who has the keys to all the treasures of the unseen. Он стоит перед обладателем всех богатств всех миров. He has the solution to all the problems. Только у Аллаха находится решение всех проблем. If you feel that your friend has got muscles, если вы видите, что у вашего друга есть мускулы, and his muscles will protect you one day, и что его мускулы в один день могут защитить вас, if you feel that the money in your bank is going to give you relief one day, если вы понимаете, что деньги на вашем банковском счету могут вам как-то что-то облегчить в один день, then you should know that Allah is the one who gave the muscle power and Allah is the one who gave the money. Вы должны осознать и понять, что и мускулы, и деньги дает только лишь Аллах. So now when he stands in front of Allah, И стоя перед Всевышним Аллахом, instead of saying Alhamdulillah, вместо того, чтобы читать так быстро, I praise, and every form of praise is for the Lord of the entire creation. вся хвала Создателю всего сущего. Ar-Rahman Ar-Rahim.
the most gracious, the most merciful. Самый милосердный, милостивый и милосердный. Maliki yawmiddin. You are the master of the day of judgment. Всевышний властитель судного дня. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. You only I am serving, and from you only I will get help. Только Тебе мы поклоняемся, и только у Тебя мы ищем помощи. It is a very different world Это совершенно другой мир, when a person connects with the heart. когда его сердце связано со Всевышним. My brothers and all the sisters who are listening in their homes. Мои дорогие братья и также сестры, которые слушают данную проповедь, I want to tell you a very important thing. я хочу вам сообщить очень важную весть. Whether it is our Quran recitation, reading the Quran, Относительно чтения Корана, whether it is fasting in the month of будь Ramadan, то чтение Корана, будь то пост вместе с Рамадан, whether it is going for Hajj, будь то совершение хаджа, every one of these has got a part of the heart to connect. каждое из этих поклонений имеет определенную связь со Всевышним. Именно сердце имеет связь с каждым из этих видов поклонения. And I want to say this important thing to you. И я хочу сказать вам очень важную вещь. You are a blessed nation. Вы благословенный народ. Sahaba radiallahu anhu ajma'in came here 1400 years ago. Сподвижники ступали на эту землю более 14 столетий назад. The blessed feet touched this ground. Благословенные ноги ступали на эту землю. Their hands were raised to the heavens in dua for you. Их руки были подняты в дуа, обращенные ко Всевышнему ради вас, для вас. And I feel the Sahaba dua amongst you. И я чувствую эффект того дуа сподвижников среди вас. You are one of the few countries in the world Вы одна из малочисленных стран, who has a system of ulama that are running the entire, that are giving guidance to the entire people. где есть ученые-богословы, которые дают знания всему населению, всем людям. And I've seen the people, they respect their ulama a lot. И я вижу, что люди проявляют уважение в отношении ученых-богословов. Many countries have lost this. Во многих странах это потеряно. When this is lost, a nation is gone astray. Коль это потеряно, то люди уже сбиваются с пути. You have got a thing in your hand that you love. В ваших руках есть то, что вы любите. It is the smartphone. Это телефон. The smartphone has become the new family member. Телефон в наше время стал еще одним членом семьи. A young man can live without a wife, but he cannot live without Wi-Fi. Молодые люди могут жить без жены, но не могут обойтись без Wi-Fi. So in this phone, you people of Dagestan have got WhatsApp and Instagram as two main parts of the family. В Дагестане, как я вижу, люди особенно очень сильно используют в своем телефоне, пользуются такими социальными сетями, как Instagram и WhatsApp. Either WhatsApp or Instagram. Или WhatsApp большинство, или же Instagram. Every few minutes again Instagram. Every minute WhatsApp. Каждую минуту заходят в телефон и проверяют WhatsApp, Instagram. Take the good from it and leave the bad. Возьмите благое с этого, оставьте плохое. Less than 2% of Instagram is used for the religion. Для религии Instagram используется меньше, чем 2%. 98% is wasting time. 98% это просто времяпрепровождение. 98% is seeing things you don't need in your life. 98% это люди смотрят то, что в принципе им не нужно. Maybe a few percent is for good conversation in WhatsApp. Только несколько процентов, возможно, для хорошего общения используют WhatsApp. But there is a lot of backbiting.
Но имеется так, конечно, имеет место много сплетен, spreading ill conversation, bad conversation. распространение плохих разговоров. In Instagram, there are pictures and images that I should not see. В Инстаграме имеются видео и картины, которые глаза не должны видеть. What may happen, and may Allah protect all of us. И может произойти так, да защитит нас Аллах от этого. Some of the things you are seeing in Instagram, you are shocked because it's not in your nation in Dagestan, it's from another country. Некоторые вещи, которые вы, возможно, видите в Инстаграме, вас шокируют, потому что этого нет в вашем народе, в ваших людях. Это пришло извне. This generation will find it shocking. Для данного поколения это нечто шокирующее. But sometimes they will laugh. Иногда, но тем не менее, иногда улыбаются, смеются. Because this is somebody else's country. Потому что это пришло откуда-то, из другой страны. But I want to warn you about something. Но я хочу предупредить вас. What is shocking today will become the normal thing tomorrow for the new generation. То, что сегодня вас может шокировать, может стать нормой жизни, образом жизни следующих поколений. You people who got the phone in the last 10-15 years. Вы люди, у которых телефоны появились только в последние 10-15 лет. You came from a traditional tribal background. У вас очень сильный традиционализм. But this new generation will grow up without that traditional background. Но новое поколение уже не будет иметь основу своих традиций. For you, it was shocking to see this. Для вас это нечто шокирующее видеть подобного рода But вещи. for them, it's normal. А для них это уже нормальное явление. And then they will want to do the same things they see in Instagram in your country. После этого молодое поколение уже захочет привнести в свою жизнь то, что они видят в Инстаграме. And you will see that minds become affected. И вы увидите, что данные вещи влияют, оказывают воздействие на разум человека. If another nation is making mockery out of their ulama and out of the religious people, making mockery out of the religious people, then I fear that people here in one generation will do the same. One more again, please. If a people in another nation, Если мы видим, что в других народах, в других нациях люди издеваются над учеными, проявляют издевательство в отношении ученых, religious people, right? if they're mocking the religious people, Да, если они издеваются над религиозными людьми, then I fear after a generation, may Allah protect us, то я боюсь, что что уже в следующем поколении, да защитит нас Аллах от этого, that this will happen here as well. что это может произойти уже и здесь тоже. In Bangladesh, where my father is from, В Бангладеше, откуда мой отец родом, 50 years ago, we had a country like Dagestan. 50 лет назад у нас страна была такая же, как Дагестан. People used to respect the ulama, respect the elders. Люди, как правило, уважали ученых, богословов, взрослых людей. But after the internet came and after capitalism came, А после того, как в страну пришел интернет и капитализм, then you found people were more interested in money and in buildings than in people. люди стали больше интересоваться построением зданий и в целом деньгами, нежели людьми. We had a traditional culture. У нас была традиционная культура. Children and men used to go out in the fields and work hard on bringing rice, making farming rice. Люди, дети, как младшие, так и взрослые, ходили на поле, работали для того, чтобы взращивать рис. The money came in. А в страну пришли деньги. The children's minds were affected. А это, естественно, оказало воздействие, повлияло на разум детей, молодого поколения. They left the fields. Они оставили поля, работу в поле They're interested in the city. и стали переезжать в города. They want to make quick money. Им захотелось сделать быстрые деньги. Halal, haram, no problem, quick money. При этом не имело значения, халяльным путем или запретным путем. Dengi. They understand dengi? Yeah, of course, yeah, I understand. Вы все понимаете, говорит, что такое деньги? Then what happened is there was a break away from ulama. А что случилось дальше? После этого они отделились от ученых богословов. Then the whole country changes.
После этого вся страна подверглась изменению. I want you to use WhatsApp and Instagram for what is halal. Я хочу, чтобы вы использовали WhatsApp и Instagram для того, что является только лишь дозволенным халялем. Do not allow others, do not allow yourself to see haram. Не позволяйте другим и не позволяйте также самим себе видеть запретное, смотреть на запретное. And limit the amount of time on the smartphone. Ограничьте свое время пользования смартфонами. Read the Quran and fill the heart with the melodious tune of the Quran. What is melody? Melody is very nice voice of the Quran. Читайте Коран нараспев и чувствуйте связь с Кораном. Learn the meaning of the Quran. Изучайте смысл Корана. This phone should have a limited time. Время пользования данным телефоном, смартфоном должно быть ограничено. Say to yourself, I will not open my phone except after 2 hours. Скажите сами себе, я не буду пользоваться телефоном, я буду пользоваться телефоном только спустя, к примеру, 2 часа по... The next time I check my Instagram is going to be 8 o'clock in the evening. Next time I will check my Instagram. А я проверю свой Инстаграм только лишь в 8 часов утра следующего дня. Or 6 o'clock in the morning. Или же в 6 часов утра. But not every 5 minutes. Но не каждые 5 минут. Because this will make the mind more towards the dunya and not to the akhirah. Потому что это направляет разум человека, обращает разум человека больше к дунью, а не к ахирату. We talk about religion. Мы говорим о религии. We have the best religion in the whole world. У нас самая лучшая религия на всей планете. But it is sometimes a regretful thing that Muslims don't follow their own Islam. Есть вещи, которые заставляют, есть вещи, деяния мусульман, которые заставляют сожалеть о том, что мусульмане не вполне следуют своей религии. I have traveled up to 25 countries. Я побывал практически в 25 странах. And I have seen many different people. Я видел много различных людей, народностей. On one of my journeys, I had some rubbish or something to throw away in my hand. К примеру, у меня было нечто, то, что можно было выкинуть в качестве мусора. I had eaten it and the packet was still in my hand. Я съел, к примеру, конфету, он говорит, и бумажка осталась на руках. I kept it in my hand. Я оставил ее, хранил в руках. And we were walking together. Ну, мы ходили, гуляли вместе. But I still had it in my hand. Я все еще эту бумажку держал в своей руке. We walked for 1.5 miles or 2 kilometers. Мы прошли около 2 километров. The person with me said, "Why have you still got that in your hand?" Человек, который был рядом со мной, спросил меня, почему ты держишь эту бумажку у себя в руке? I said, "I'm looking for a garbage bin." Я сказал, что я ищу мусорную урну, в которую я могу бросить эту бумажку. In these 2 kilometers, I haven't seen a garbage bin yet. И на протяжении этих 2 километров я не нашел ни одну мусорную урну. Then after another half a kilometer, we saw a garbage bin and I put it in there. Ну, когда мы уже проделали еще путь в полкилометра, я нашел мусорную урну и туда уже выбросил эту бумажку. Tell me this, O Muslims. Скажите мне, о мусульмане, In London and in Canada, why should we find the streets clean when we don't find our own Muslim country streets clean? In London and in Muslim countries. Почему в Лондоне и в Канаде мы видим чистые улицы, в то время как в нашей стране подобного нет? In London, in England, I have grown up. I was born there. Я родился и вырос в Лондоне. We don't spit in the streets. Мы не плюемся даже на улице. Not ever. Никогда. If I need to spit, если мне нужно I плюнуть, will go into a restaurant. Я пойду в уборную. And ask them if I can use the bathroom, the toilet. I can go to the toilet. Я пойду в уборную. And I will spit in the sink. И я уже сплюну в раковину. This is what London has given us, but this is Islam. Это таков порядок в Лондоне, но это и есть ислам. You will find that in the streets of London, in the streets of Canada, in the streets of many parts of America. Вы можете увидеть во многих частях Лондона, Канады, а также Соединенных Штатов. They don't beep the cars, they don't horn the cars. Они не сигналят
не сигналят, то есть автомобили не сигналят впереди стоящим машинам. They regard this as an annoyance to people. Они воспринимают это как беспокойство. In my area where I live, Там, где живу я, в Лондоне, all day you will not hear a single sound. на протяжении целого дня вы даже один сигнал не услышите. In the evening, if there are people getting together in a house for a party, К примеру, если когда люди вечером собираются вместе дома, they will contact you few days before the party. они сообщают вам о предстоящем событии за 2-3 дня до этого. And I do the same. И я делаю так же. We will tell all the neighbors that we have got a party and we might have a little bit extra noise. Но мы предупреждаем всех своих соседей о том, что у нас будет определенного рода вечеринка, и чтобы они не беспокоились, что будет немного шумно. But if it disturbs you, Но если это вас побеспокоит, tell me скажите мне, and we will stop. мы остановим, мы прекратим. By 11 o'clock in the evening you will not hear anyone, even in a party you will not hear any sound. К 11 часам ночи вы не услышите даже никакого абсолютно звука. And this is all from Islam. И это все идет из ислама. I know you people in Dagestan have many different qualities in you. Я знаю, что вы, люди Дагестана, вы имеете различные, у вас имеются различные качества, человеческие качества имеются. But we should not make this just traditional. Но вам не следует их делать просто, как-то превращать в традицию. We should understand that keeping things clean is from our Islam. Мы понимаем, что сохранение чистоты – это идет из ислама. In the whole of the world, people should say, we want to live in the Muslim countries. Все люди со всех других стран должны притягиваться и говорить, что мы хотим жить именно в мусульманских странах. Sometimes we don't understand. Иногда мы не осознаем, не понимаем. We lost some of our Islam. Мы теряем ислам в себе. But Allah brought us to certain countries. Но Аллах открыл нам много различных стран. Or Allah gave us certain people above us. Есть определенные люди вокруг нас, Who may not have been Muslims, даже которые не являются мусульманами, but they had Islam in them. но в них есть ислам. Они совершают деяния ислама. We have benefited a lot У нас есть много преимуществ, by being in the West. находясь на Западе. Although we do not have every single religious thing that we want. So although we don't have everything we want in the religion. Хотя мы не имеем все религиозное, что хотелось бы иметь, у нас этого нет. We have been given more rights for the Muslims in non-Muslim countries than the rights we would have had in Muslim countries. У нас, как у мусульман, не в мусульманской стране больше прав, чем в мусульманских странах. So this is something that has woken us up. И это то, что нас будоражит как бы. And I want to say to you people. И я хочу сказать вам, that alhamdulillah, хвала Всевышнему, that you are a people of the dua of the Sahaba. Что вы являетесь теми людьми, в отношении которых было дуа сподвижников. Изучайте свою религию. Make it a part of your life. Сделайте ее частью своей жизни. And Allah Azza wa Jalla will bless you. И Аллах благословит вас. I love all of you. Я люблю всех вас. And I hope to be with you again and again. И я надеюсь, что буду с вами снова и снова. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة